За долгие тысячелетия Крымские горы покрылись густым лесом, давшим человеку защиту, пропитание и материал для строительства. Наиболее обширные территории лес занимает в предгорном и горном Крыму. На юге Карсу-Базарского района проходит граница между степью и лесом. Именно здесь появились ранние поселения древних людей. Здесь империя скифов граничила со страной тавров. Здесь проходил раздел между Крымским ханством и Кефинским санджаком Османской империи. Здесь же находится самое северное в районе поселение татов – Янсала. Вплотную примыкая к Кыпчакскому миру, оно является единственным в округе сохранившимся до наших дней татским поселением. Люди здесь жили веками, но все, что мы можем обнаружить из крымской старины, это руины мечети, несколько домов и кладбище. Благодаря тому, что Янсала удалена от городов, надгробные камни не пошли в ход как материал для строительства, но сохранились в лесу. Их мы можем найти и поныне на старом мусульманском кладбище, которое находится на склоне к западу от села. Вековые деревья соседствуют с могильными плитами. Последние порой неприметно лежат под ногами. Их трудно отличить от камней, разбросанных по всему лесу. Крымские горы сложены известняками, поэтому они – основной материал для изготовления надгробий, именуемых башташ. Ничто не вечно под луной, и надмогильные камни не исключение. Многие из них уже поросли мхом, а на других еще сохранились следы краски. Камень молчит, но надписи говорят. Эта надпись требует, чтобы прохожий почитал покоящемуся здесь Коран. Рухуна аль-Фатиха. Некоторые камни настолько покрылись мхом, что вообще трудно сказать, что на них что-то было написано. Плиты из плотного известняка сохранились лучше, чем те, что из более рыхлого. Многие башташи накренились или лежат на земле, и лишь некоторые одиноко и стойко держатся. Есть те, на которые не наносились какие-либо надписи, а есть исписанные арабской вязью и даже разукрашенные. Часть надгробных камней имеет навершие в виде головного убора. По нему можно определить пол погребенного. Иные лишены каких-либо отличительных знаков. Они назывались аякташ. Такие плиты в старину устанавливали в ногах. Редко камень сохраняется целиком. Обычно сохраняется лишь осколок, а бывает, что обе половины повалены рядом. Иногда надписи могут быть едва заметными, но четкий рельеф на лежащих рядом камнях дает возможность уверенно прочесть текст, оставленный рукой мастера. На камне высечен год смерти 1316, имена, как здесь, на себе бинт Аблялин, стихи на староосманском тюрки и обширная эпитафия. Оставлять рисованные эпитафии на домогильных камнях – привычная практика в мусульманском мире. Прошли века, а эти высеченные из крымского известняка плиты по-прежнему хранят память о жителях деревни Янсала.